Zardam. Van Madzaron Лесгорама Дони Фарсей Рацолга Мукакти Тухан. Хочу сказать, выходцев с Дони Фарса или с Гора и обратиться к фамилиям, именно к нашим фамилиям. Ну, оттуда вам выходцы, моя фамилия Бетанти, Ас Бетанти, в паспорте я записан как Ас Бетанти, то есть и почему решил обратиться к выходцам данного кома и кома и рацуга как-то мой туханама нуриуаланга и назутонама нафиттал кааты бетанта камайфевзурданца бетан кудайзонун ну арда гурусага цомай нета даре зонунца берета на зонца невзакама. Ну, краткая предыстория о происхождении нашей фамилии Бетановых. Насколько известно, туда, в Дегорское ущелье, мой предок, которого звали Сата, пришел из Асии, это где ныне Нальчик, то есть это западные территории Алан, когда они там, это были наши земли, западных Алан, которые у нас отобрали тюрки, эти земли. То монголы пришли, а потом тюрки. Тюрк-тамаха в саде, а танца Аланте в саде. А потом, когда было вот это объединение, переселение, в общем, тюрки объединились, амалантини цахтунца, назахитаним байстунца, и вот когда мне говорят балкарцы, да, ну это да, доказывает, что вы типа какие балкарцы? Это доказывает, что мы асы, аланы, у которых земли отобрали, мы перебежал, мой предок Сата, вынуждены были в Дегорское ущелье. Что значит, балкарцы как могут быть тюрки? Если мы бы тюрки были, мы бы не бежали, а, наверное, бы с тюрками объединились и, наверное, бы на своем не говорили, да, бета, мы именно, аланы. А мы поэтому оттуда и ушли, потому что вы у нас, тюрки, отобрали земли. Вот вам, ну, я не буду однозначен в том плане, что в этногенезе балкарцев и других, конечно, сыграли и аланы. То есть, поэтому этот этноним, он там был распространен, потому что это наши территории были, Алан, осетин, дегорцев. В древней карте 19 века дегорцы фиксируются как Аш-Тигор, Ас. То есть вначале идет асы, это осетины, аланы себя называли асами, аланами. То есть асы, аланы, это одно и то же. А это арии, то есть со своей культурой, языком, индоарий, древнейший автохтонный народ на Северном Кавказе. Это вам не те сказки, байки, которые нам говорят постоянно, типа мы пришли откуда-то там, типа бременских музыкантов там с гармошками, с этими, где там колесили, а потом сюда в гости заехали. Не, просто это одна территория была, Индоариев, то есть ее верхушкой, то есть здесь более древние находки находят, артефакты, чем об этом говорил наш историк, археолог, известный во всем, ну,
мире среди, в кругу археологов, да, в Кембридже, там, институтах исторических, в США и так далее. Он, ну, наберите Назим Гиджирати. Здесь находят более древний, чем нынешний Иран. Это о чем говорит? То бишь он говорит, что это одно целое было, но верхушкой того Ирана был Северный Кавказ, то есть здесь не было дан ни Москвы, ни Киева, был Рибу, ни Рим, но был дан Владикавказ. То есть здесь люди жили миллион, то есть древнейшие жители. И доминировали на всем этом евразийском пространстве именно арии. То есть скифы, сарматы, алан, родственные племена. Когда мне говорят, где ваш, ну, вы или скифы, вы или сарматы, или дегорцы, где у вас одним этноним? Один у нас или нарты, древнейшее самоназвание, или арии. Нарты равняется арии одно и то же, то есть обозначение, ну, духовно-религиозное понятие. Дети солнца, то бишь хуцау, то бишь, то есть своя культура, интерпретация мировоззрения, сотворения, в общем, все свое. И на всем этом вот пространстве доминировали арийские племена. Потом мы, в общем, после вторжения, нашествия монгол, тюрков, мы постепенно все земли у нас отобрали и зажали нас вот в горы. И наши этнонимы просто были распространены. То есть, а когда нам говорят, вот кто вы, так все, это просто вот типа иронцы, кударцы, это разные самоназвания, или скифы, сарматы, разные самоназвания арийских племен, нашего народа. Это не то, что у вас там, вы сами, кавказские соседи, ну, с войнахами все ясно приблизительно так, но вот кто типа говорит, что когда нам говорят, вы сами непонятно кто, то вы, ну, сами не можете определиться. Не аланы вы в своем начале, ну, и так понятно, там, в вашем этногенезе там и осетины, и там дагестанцы, и арабы, и кого только нету, но с вами непонятно, вы или те, или не. А у нас все ясно, мы кто, мы арии, одним словом, или нарты. А скифы, сарматы, это аланы, асы, это разные самоназвания ариев. Или Иратта, да, священная земля. Его прямая аналогия Иордания, Ирдон. Все предельно ясно. Ты таджик-кореец, да, не, я не, ну это кому не знаю, адресован вопрос, нет, я Астин Дегорец. Так вот, это я к чему сказал? Самое последнее наше крупное поражение было от тюрков, и тогда вот наши предки, они вынуждены были глубоко в горы уйти. И вот мой предок, он пришел из Асии и обосновал Лесгор, до Лесгор, на Мафеталат, то есть Сатахун, то есть Сата его звали. И то есть это все к чему, да, предыстория, ответ тем, кто постоянно мне под комментарием пишет, типа, вы балкарцы. Если бы мы балкарцы были, мы бы на своем родном астинском, аланском языке, мы бы Асии, то есть не бежали бы оттуда, а остались бы вместе с тюрками и говорили бы на тюркском языке. Сейчас бы я не здесь был, а в Нальчике где-то. То есть хватит лезть в нашу историю, если не знаете там. Или что-то мне. Я сам лучше знаю, кто я, откуда мой род идет. Но в карте 19 века Армении мы четко и ясно, аланское племя Астигур. Одно из это западные аланы. Были восточные аланы, это кударцы.
Другие тагаурцы, по сути, тоже говорят дигорцы от слова. Эти моменты я не настолько, подробно, однозначно могу говорить. Но о тех же наших историках, археологов в основном. Тохарский элемент туда-сюда уже не буду сейчас говорить, но и до сегодняшнего дня, до недавнего дня, где буквально где-то 3 дня назад я натолкнулся на статью, что оказывается мой предок Сата, у него был еще младший брат Гагу. Я этого не знал. То есть смотрите, как аналогия, как идет. Сата, у него был сын, его звали Малцак. Пока я о нашем роде скажу фамилии, Малцак или Ивалцата Захотонзе, отамен Захтонза, Ама оманаттанца фурта Бетана ма Чехтис Хотонца, его звали Бетан Чехтис у Малцага. И еще другие были там, Цицай, Артут, у Цицая или как там, Башел, Даниил их. У одного из них там было 28 детей, и остались живых только 8. И когда чума началась, тиф, тогда Чехтисовы ушли на равнинную часть. Но с Бетановыми всегда контакт имели, на мероприятиях всегда Чехтисовы и Бетановы бывают вместе. То есть они связь не потеряли. А вот именно другие, которые Артут, Цицай, Савкуевы, возможно, тоже Майорваттал-то надо по геному уже конкретизировать. Савкуевы оттуда идут. Караевы тоже, кстати. Я не знал, что Караевы тоже в Лесгоре, в Лесгоре там фамилия оттуда. Я знаю, что мой дядька был Караев, он с Лешкена, он умер, Охса Готфал. Есть еще Караев, я знал, друг мой, знакомый, давний, то есть спортсмен, а он на астинском говорил, на иронском форме языка. Но видите, как получается. С разных ущелий перебегали, но их род, гнездо, вот именно с Лесгора, Караевы, не знаю, знают. То есть это значит мои тоже братья по сути. Кровные. Так-то все братья, надо еще по духовному тоже смотреть. Это я не буду сейчас пока углубляться, но в общем-то, у Артуда, вот представляете, вот Чехтиз мы не потеряли связь с ними, да, то, Бетан остался в Лесгоре, я не знаю почему. Почему-то Чехтисовы ушли, вот этот момент я тоже не, а Бетановы остались. Может, у них проблемы были, не знаю, со здоровьем или что, но Бетановы в Лесгоре остались. А другие такие вот, как его, Артут, другие, Савкуевы тоже ясно, но там еще есть Кумбуловы, Бетрозовы были, но они, не знаю, они уже не от Сата ведут свой род, а есть даже с Грузии, есть такой факт, что кто-то, в общем, с Салагира тоже. В общем, к алагирцам, почему-то к вайсинцам тоже какая-то и языковая параллель есть к вайсой, где Кударети, а где Квайсай, почему-то с Квайсой тоже сразу, потом с алагирцами. Именно Лесгор, не вот все Дигорское, а именно Лесгор, Махком. Тоже интересный момент. Я забыл там подробно, но запомнил. И интересно еще, вот представляете, у Артуда сколько сыновей, у других там, и где-то, наверное, как их фамилии, неизвестно, кто, возможно,
где-то среди многих фамилий наши братья тоже, ну, однофамильцы, по сути, как и Чехтисовы, а Эншинцо, Базона, Канцачинца. Тоже интересный момент. Далее, то есть до сегодняшнего дня вот эту информацию знал, но я только 3 дня назад или 4 узнал, что у Сата туда пришел из Асии с младшим братом Гагу. А этот Гагу, есть предание, где там говорит, или сын, или брат, в общем. Ну, то, что я видел, брат его был. И вот этот уже брат Гагу, он обосновал Донифарс, Донифарское общество, аристократия, опять-таки. Ну, и вот этот ком именно, Донифарс и Лесгор, он единственный, который отвоевал свою независимость от подданца, от кабардинских князей, там, Бадилят, Царгас, ну, в общем, и других. То есть мы отвоевали свою независимость, и героем вообще этой независимости был Есе Кануков. Есе Кануков. Вот тоже интересно, есть Кануков, все знают, Кануков Була, Казбек Гора, великан, тоже одинаковые фамилии. Я искал, не нашел информацию. Может, тоже перебежали туда, что я как не знаю. Надо опять по геному это все раскладывать, взаимосвязи искать. Но отсюда, а у Гегу, этого Гагу, то есть не Гегу, а Гагуева, пошли кто? Кануковы, Найфоновы, Койбаевы, Кабановы, в общем, и другие. И чем, ну, для меня это событием было, потому что если получается, ну, от него пошли, от Гагу пошли, то есть Гагу это родной брат Сата, то получается это же, ну, одна фамилия. И получается для меня эти фамилии тоже однофамильцы. То есть до сегодняшнего я думал, что только Чехтисовы плюс Сата, то есть эти, как его, там еще Совкуевы идут там. В общем, ну, с Чехтисом в основном всегда, с Чехтисовым на мероприятиях мы объединяемся там. А тут получается у нас еще, я не знал, почему не знал, тоже непонятно. Ну, сколько живешь, ты думаешь, все уже знаешь, раз в такой момент. Просто видите, я вот этот момент не знал, и никто мне не говорил, и из их фамилии, из Гегу, неужели в преданиях никто вы не видели и не могли сказать там? Ну, просто мне это лично очень приятно, что есть у нас. Ну, кстати, оттуда еще кто здесь? Алиевы идут, я забыл. И насчет этого вопроса я уточнил у ДНК-генеалога Спартака Дзанайти, и у Чехтисова есть результат ДНК-анализа Г2, а это аланская, наиболее распространенная у осетин гаплогруппа. Ну, есть еще арийская, R1, G2. Все три встречаются. То есть это и говорит, что родственные арийские племена, ну, в общем, все три встречаются. А если типа соседи говорят, типа у нас тоже Г2 там, это и доказывает, что у вас осетинская гаплогруппа присутствует, Алан. И, конечно, вы имеете право сказать, ну, Аланы, но тогда вам надо знать язык наш, культуру нашу, мировоззрение, верование. То есть, ну, у нас это не верование, а веды. У нас в древности не было такого веры. Веды были, ведическая культура, знания были. Это и есть Сахдау. Или мы называем все, я называю Асса, Дин.
То есть своя религия в корне, религия нартов. Хотя мы ее не называем, ну, неправильно. Просто у нас нет такого слова. Ахда, весть и все. А в противовес мы говорим, что поскольку другие религии принимают, мы просто говорим, у нас свой дин есть. Но нету дина так такового, ну, веры. Если углубиться в вопрос, в культуру нашу, что оно из себя представляет, конкретизировать, то нет такого. И, в общем-то, вот так. И вот это Г2, кстати, эту гаплогруппу имеет и Сталин. Сталин был осетином. Г2 он тоже показал. И эта же гаплогруппа, это ветвь Ос-Богатаровская, аланского царя Ос-Богатара ветвь идет оттуда, именно Г2. И вот Остинов, и в том числе Чехтисов, ну, Бетановы не тестировались, насколько я знаю, но Чехтисов и Арватал-то. И Спартак говорит, что у потомка Гагу Найфонова тоже показал такой же результат. Это значит, подтверждает, что ну, однофамильцы. Хорошо бы, конечно, было, ну, ради просто уточнить, хотя, очевидно, хотя у Кабанова, фамилии Кабановых там показал Эр-1. Это арийский вариант. Но опять-таки, аланы это и есть арии, то есть просто опять три гаплогруппы, они могут всплыть, то есть все три встречаются в одном человеке могут. То есть это ни о чем не говорит. То есть просто что мы по крови. И, кстати, именно, насколько известно, именно донефарсцы, они именно ислам приняли против вот Кавказской войны, они именно выступили, насколько мне известно, если не поправьте, против России, да, ой, империи, да, России, когда вот царской, ну, в общем, Кавказской войне, вот именно донефарсы, они приняли ислам. А именно наш ком, откуда, там тоже попеременно, но вот мы именно носители, именно есть там каждый год куфт бывает, бетанин из-за куфт. То есть мы носители, то есть жречество, получается, Дзуаргинлакта, то есть хранители Дзуара у Бетановых. И вот там каждый год алле майедар дукак оре райдаяне. Дукак оре райдаяне фицакбон йоме мукактарам. Ну, агасе дурор дегирацо канца лесгора оме фал анаойба бетане Никола Изадей, Бетани Фаер Вазункота. Мананава Кедирацудей. Посмотрите, новый документальный фильм вышел про Никола, про Лесгор. И там тоже о Гагу говорится. Я тоже там. Удивительно, что я это в ленте новостей увидел эту информацию про то, что это братья Гагу и Сата. А потом я смотрю Никола документальный, и там тоже они об этом говорят. Все, что я говорил ранее, еще и про то, что вот к нашему Изаду христианский Николай никакого отношения не имеет, это тоже там еще раз подтвердилось, что так оно и есть. Там говорится о том, что просто, наверное, и цензура была, дабы сохранить свои традиции, обычаи, и Бардуага. Просто смещали его имя христианское, Николая. Так никакого отношения. Сразу миссионеры объявились,
Сразу туда надо срочно всех крестить, там надо провести обряд крещения. А ты чё, Варенцачи? РПЦ. Никого не хочу не задеть, без углубиться сначала вопрос, кто такой этот персонаж. У Бетановых представителей фамилии спросите, а потом всех без меня крестили делайте. Это что такое? Рыбацу замарай даемся, Саугин-то. Цегедер Саугин-то кунцы. Сау это хороший цвет, но какой сколько мы туда с отцом, туда с детства ехали, от старших там всегда Бетановы. И башня тоже, с каких пор Ливановых, никого опять не хочу за но всегда, когда мы туда, там старшие, за старших сидели по рассказам, я слушал же, что они говорили. И там вот эта башня, которая большая, это Бетановых была. Она видна, вот Лесгор-Едич, вот эта большая. И всегда я туда с друзьями там. А потом, когда время прошло, мы там период не делали. И смотрю документальный фильм, и выступает там Ливановых. Я в шоке, говорю, какой Ливановый? Сколько мы туда... потом там поругались, что-то было. Там, кто еще фамилии остались, и более... не там, которая фамилия еще, там делали, а чуть-чуть внизу. Вот такой момент. Но это просто Изадон спас Бетана. Там их, в общем, такая история краткая. В окоп закинули там. Потом одних, то есть, в общем, убили. И Бетан остался, он взмолился, и появился человек этот. И, в общем, там иди к свету, он его, в общем... Кандалы на нем были. Рахеста этама. В общем, сарей лагатеви кемятема. В общем, сарей равзурстема дан рохсма цома. Рохсма цудей ота. Чедер хабар тамажа, балвурчин. Суть не в этом, а вот такой медагима. Курцудей один зовет, а мы фастама кувткана ами. Майо бетане, ер вазунгана кизадаты, Чавар Николай христианский. И вот это многим всегда дает повод, вот те, кто приняли христианство, постоянно, значит мы христиане. Вы же в эти моменты не... Многие политически не вдаетесь, никого не задеть не хочу, но уважать других и прежде всего понимать тоже надо причины, почему, как было и так далее и тому подобное. Самое главное, кто бы, особенно во времена ВОВ, мог сказать, что мы арии. Вы представляете это, к чему приравнивается, когда мы против фашизма воевали? Гитлер последний, кто очернил нам нашу терминологию, культуру как арии. Хотя это, официально, это с точки зрения нашей культуры, это просто духовно-религиозный термин, никакого отношения к нацизму, фашизму он не имеет. А Гитлер его использовал, эти идеи, свои идеи, как избранные, и начал. Поэтому он сюда пришел, он нас не трогал, как говорят. Знал, что мы хранители, носители культуры. Но, наверное, надо спросить самих носителей, а не Гитлера. Кто настоящий, естественно, мы были носители. И они тоже к себя к этому причисляли. И язык наш изучают как восточно-германский. Вот нам многие говорят постоянно, иранцы, к нам по звучанию и вообще по языку с иранцами вообще никак наш язык не
не звучит. Вот ты слышишь и не понимаешь. За исключением некоторых слов, но опять-таки в таком случае больше схожих слов с европейцами, с русскими, потому что русские это все индоевропейская языковая семья, индарий, а не нынешние иранцы. Просто эти территории большие были, когда мы потеряли свою власть, влияние, контроль и в горы ушли глубоко к своим святилищам. Это наша верхушка там. Здесь все школа асов, поэтому Кавказ, ас, страна асов. То есть здесь вершина и школа это асов, это вот реком, все наши святилища. Почему Иристон, как и аналогия Иордания? Потому что здесь очень много святилищ нашей культуры, именно основы, основные. А центр зороастризма, это потом уже он сформировался в нынешнем Иране. Но наш язык, культуру изучают как древнюю культуру, язык Ирана. Но мы не иранцы. Сами, то есть далеки по гаплогруппам, по всем. Мы больше европейцы в таком случае. Это и германцы, и португальцы, и итальянцы там, в общем. Тем более мы основатели британцев, да, европейской культуры. Рыцарство откуда пошло? Аталан. Последние вот останки, то, что нашли, Спартак мне говорил, знаете, ДНК генеалог, вот в подтверждении тому, вот рыцари круглого стола, вот одного из Сармата нашли, взяли ДНК-анализ, и он показал, что он выходец отсюда. То есть опять вот этот ДНК Г2, он... Короче, нас делают кочевниками постоянно. Типа мы туда-сюда, как бременские музыканты. А просто, естественно, мы уходили и взаимосвязь с кем-то имели. Но костяк наш здесь был. То есть это земледелие. У империи есть и тот, кто землю осваивает, тот, кто воюет и т.д. и т.п. Ну, прежде всего, носители культуры. Да, ну, а нам как делать? С контекста вырывают и начинают. Типа, кто-то нас там видел, какой-то исторический очевидец, и теперь, типа, мы, значит, сюда как гости оттуда пришли откуда-то. Нет, мы просто туда пошли с формы. Просто это одно целое было. Это надо понять. Из контекста постоянно вот так вырывают. Это же теократическое общество в корне было. Нарты. Вот нартовский эпос «Великое наследие». У нас их целых 3. Дарья Дзан, качество, царь Теат 10. И нарты на 3 сословия разделялись. Жречество, войны и земледельство. То есть это империя была в корне. То есть, а не какие кочевники. Естественно, и кочевники были, и все остальные были, как у всех развитых стран империи. А нам, это мы проиграли, поэтому с таким клочком остались, и теперь все, кому не лень, лезут в историю или к себе притягивают и так далее. В общем, мы-то знаем, кто мы, что мы. И мы ни в чью историю не лезем. Мы, кто кем мы, лучше этого нам на свете, даже мы счастливые те, кто мы есть. Заметьте, не лезем ни к одним, ни к другим, не притягиваем себе там к арабам, мы арабы, мы там какие-то. Параллели есть, взаимосвязи есть, да. Конечно, есть языковые туда-сюда, но вещи называть своими именами же надо. Черкесы нартами были, согласен.
Черкесы, у черкесов язык какой? Индоевропейский. Вот нартовский флаг. Вот это флаг нартов. 3 нартовских рода. Жреческое сословие, воины. Это теократическое общество. И вот на основе этого сформировался наш флаг. Он был всегда в корне, мы его несли. Как и самоназвание, то есть и язык, и все. Мы хранители, я хранитель, я носитель, благодаря Всевышнему, наших знаний, мировоззрений, нашей культуры, ариев, нартов. А вы ислам все приняли, и не знаю, как рассматривать это. Когда противоречит все. Вот арии, да, это конкретно связано все с культом огня, солнца. Все наши нарт от слова арт, огонь, это не тюркское слово. То есть не арт это астинский, арт это огонь. Арии, царь, дуна, жизнь тоже арт. Хуцау Всевышнего мы называем. Это идет речь о солнце. Хор везде в слове. Хорошо, это я же не буду. Нарты, арт, аланы, арии, там синоним один. Асы. Ас, производная аша, есть понятие в священной весне от производной от арта. То же самое. То есть это есть аланы. Запомните, аланы-арии. Как и лингвист наш переводит, а это не Халам-Балам, который признан мировым сообществом, историческим, любым, это Абаев. Нарты, нарт от слова, солнце, дети солнца. То есть, а это подтекст имеется в виду дух Творца. Хуцау, это Всевышний на нашем языке ху-цау, то есть хорицут. На персидском языке хуршет, то есть солнце. То есть это конкретно свой язык, свой сакральный язык, несущий знания, символы, мироздания, в общем, культовый язык, культовые танцы, то есть аса понятие, то же самое, истины. Но об этом я не буду, у меня там много. Поэтому я не знаю, вот просто когда начинаешь говорить про эти темы, да, у любое упоминание начинает неправильно, там огонь, там джин-то, этот, кафир, и туда ничего не понимая о том, что он из себя представляет. Так как я могу их считать нартами, если конкретно язык тебе говорит, кто ты такой. Нарты это конкретно нарты, это дети солнца, это культура ариев. Когда мы на своем астинском языке говорим аз есть, как Иисус о себе говорил, я есть Бог или аз, язычник, он есть. То есть аз, когда мы на себе говорим, это то бишь богоподобный. Ну иди ты скажи мусульманину это, как он отреагирует. Вред, как мы можем быть богами. Видишь, они не догоняют эту культуру, они недоступны, это не их уровень. То есть, я не говорю за тех, я неоднозначен. Есть канал антитеррор, там, чеченец один, он тоже говорит, что о древней культуре войнахов, там, у них тоже бог Дели, там, своя тема, но они тоже притянули это, и 2 имени, Аллах, Дели, там, непонятно. Но это неправильно, это смешание 2 богов, что ли. Надо же вещь своими, это мое мнение. Если ты говоришь именем арабским, Аллах это ислам. Если ты именем своим говоришь, это свое мировоззрение. Но дело в том, что мировоззрение, интерпретация другое не допускает интерпретацию другую. Поэтому же
да, смещалось. А я не поддерживаю, я чисто свое. Ну, а если кто-то говорит, какая разница, какая разница? Но автоматически тот, кто так допускает, он дискредитирует свою культуру, потому что ты это скажи адепту своей религии, что у нас своя интерпретация сотворения мира, мы сами богоподобные. Скажи ты это какому-нибудь попу, зайди в церковь, этому муфтию и другим, я богоподобный. Посмотрите, как он отреагирует, тогда поймете. То есть я это знаю, поэтому я отрицаю, не хочу мне не ислам, я знаю, кто в корне. Аланы это арии. Вам нужны аланы кто такие? Конкретно это арии. А это своя культура, свой язык. И пусть никто не обижается, ну, то, что есть, то есть. То есть я ценю свою культуру. Я выбрал такой путь. Не хочу я смешивать. Почему? Потому что все очень просто, очевидно. Кто еще не понял, он не знает. Почему-то в именах арабских, в других там, если их религии посланы для всех, а у нас что значит? Типа неправильно, не послано для всех, что ли? Почему в их именах не слышны наши термины, понятия? Все просто. Испокон веков они разрушали нашу цивилизацию. Завоеватели путем насаждений своих богов, религии, там, типа называй его вот нашим именем. Вот так и завоевали нас. И продолжается эта тема до сегодняшнего дня, и все равно люди не хотят меняться никак. Ну, я вам говорю, лично мое мнение, дальше думайте сами. Нам надо или определиться, или уже, если мы хотим быть аланами, асами, тогда это свой язык, свое мировоззрение, своя культура, и надо посвятить все вот этому возрождению, развитию, это мы, аланы, не похожие на других, ни на арабский мир, ни на еврейский, там, евреев. Если вы как бы их, это ваше, для меня важно, кто я сам такой, кто вот. И ничьи шаблоны меня не делают более правильным, более там. Еще мне определение дают, и еще я виноват. Все, что мне надо было в познании узнать, что такое Всевышний с точки зрения нашей культуры, вот. Я это через нашу понял, мне больше другое не нужно, оно мне чуждо, потому что им чуждо мое. Зачем я должен принимать и что-то? Пускай живут себе и не лезут ко мне, и все. Мне противно, мне неприятно, меня задевает, когда не спрашивая обо мне нашу культуру, ничего, начинают со своими понятиями какими-то лестно, навязчиво там. Ты пока спроси, ты сам узнай, а потом думай, а потом что-то. Они начинают, так вот как свидетели Иеговы. Что-то не успеешь уже автоматная очередь, достают брошюры. И еще мы виноваты бываем, и еще мы грешники. А элементарно просто во взаимоотношениях неуважение к человеку и своя вот, ты не слушаешь, вышел свой как робот что-то. Хуже того, детям туда-сюда, зомбирование, это противно. Так что, вот так. Сегодняшний я сказал, может, чуть-чуть
Ну, что взаимосвязано, но просто, чтобы знали фамилии, что... И хорошо было по этому случаю нам сделать такое мероприятие. То есть мероприятие двух потомков, то есть потомков двух братьев Сата и Гагу. И фамилиям сделать такое. Ну, насчет опять духовной культуры, я знаю, что это будут восприняты. Я такой персонаж, такой сердоновский. То, что я вещаю, не все поймут, не воспринимают. То есть, тем более, если Дони Фарси, если, насколько известно, большинство там ислам приняли. Сейчас я ничего не знаю, но вот там, когда я в Лесгоре, помню, один сам пошел с куфтом, артакарджинискану кутом. Там еще наберите Лесгоры, там археолог говорит, что в Лесгоре вот именно древнейшие там эти мастерские, где делали металл. То есть кубанская культура, вот именно там, в Лесгоре. Ну, посмотрите. И там были вот именно, там, вот где он говорит, жертвенный камень был. И там вокруг нарты Нехаса, и там камни, вот как нарты на Нехас собирались, это значит там... Потом там я видел чашечный камень, их, по-моему, на Кавказе всего 3, в Осетии, астрономический. Они по этому камню определяли, в общем, звездочеты, то есть имели знания. А это не просто так, это своя культура, цивилизация, это древнейшая металлургия туда-сюда. И она напрямую была связана с иранским миром. И понимаете, о чем речь идет? И я за то, что если возрождаться опять к своим корням, если мы ценим свое прошлое, хотим понять, кто носители этой культуры были, это наша сила, это мы есть, наша самобытность, наш народ, знания, которые... Просто мы, надо признать, проиграли, и все по вине тех же завоевателей, и их религии тут можно ни при чем, но с другой стороны политически шло насаждение. А по сути, по факту мы не нуждались ни в чем. Тоже наша культура – это древнейшая форма христианства и всех истин, которые есть во всех религиях. Просто оно не подверглось политике, больше дискредитации в корне, с перехватом управления. Когда эта империя на осечку дало, прямейшая аналогия – это Иордания, вот там и возникли авраамические религии. И вот оттуда и пошло, а потом и до сюда дошло. И все, тюрки, монголы, все эти. И насаждение, и религии там, Персидскую империю разрушили, насадили ислам, потом думали, что другие нуждаются в культуре, а они не нуждались, но им насадили. Потом сюда пришли арабы, наши враги были в корне. И мы вынуждены, кто-то принимал, часть принимали религии, часть смешанным. Ну, зависимы мы были, потеряли свою власть, силу. Вот и вся история. Но благодаря Всевышнему меня к вам послал ваш Сергий, можно так сказать, дух вас, Сергий, во мне проснулся. И вот когда среди этого хаоса
Нужно навести порядок, вспомнить, кто мы, и просто вернуться к себе. Формируется будущее. Чтобы его формировать, нужно исходить из прошлого и на основе этого создавать образ будущего. Должно быть четкое видение, потенциал творческий именно, с таким богатым наследием, как нартовский эпос, мировое наследие, у нас мощнейший, ни на что не похожий потенциал. Все зависит просто от политиков, от тех, у кого средства, финансы, от идейных, творческих людей, кто поддерживает, кто от них будущее. То есть и от простого народа каждый себя должен начинать прежде всего. От активистов, да, неравнодушных, ком еще не погасла искра, национальное самосознание, вот от них, если будут видеть, что нас не один, много, и тогда что-то будет, и мы вместе в единстве силой мы можем на будущее своей головой смотреть, а не чужой. Вот на данный момент мы чужой головой на будущее смотрим. Это не наше, неосознанный. Что в плане культуры, религии, вообще идей непонятно, в хаосе, сейчас слово хаос падает. И вот просто пришло время правду эту узнать, кто мы, что мы, историю, как нам коверкали все, из контекста вырывали, дать конкретику и на готовую вам, на подносе я вам ее представил. Это есть теократия, вот как все есть Израиль, любые теократии, да, у нас своя есть, свое в корне, да, общество. На чем должен строиться народ, если мы признаем, что мы народ? А народ – это голова, руки, ноги. Алагата, сартаката, бората. Культура, войны и земли. В общем, а вместе это единый дух народа, образ один, как трансформеры. Все в одном объединяются, один дух народа. Это Васкири, да, вот если взять народ, культуру нашу и объединить, это будет воин, да, со своей культурой, солнечный культ, то бишь ипостась Бога, это наш духовный предок, и это мы, организм один. И только тогда он может иметь силу влияния на мировой арене. Вот когда-то он имел, но он... А чтобы стать, хотя бы из колен встать, а потом еще и на коня сесть и показаться всему миру, и это нужно единство, это единомыслие, идеология, это идеология Нартиады, которую я вам сказал. Все четко и ясно, я вам конкретику дал. Вот так и надо все строить. Если мы за себя говорим именно, нас слушают, может, и другие, но вот как-то никто о нас не подумает, если мы о себе никому наша история не пишут историю победителей. И вот моя суть цель была в порядок донести до людей, на чем основываться, что главное сегодня здесь сейчас, на чем стоит акцентироваться. И как народ, я говорю, так как каждый из нас часть общество. А на данный момент пользуемся творчеством других с открытыми ртами, как суслики из этого. На флаге гербе у нас хищник вроде, а мы в позиции жертвы. Сейчас мы как эти из этого норки, вот суслик, огрызающий, так выглядывает, и такое положение. И что будет, что будет?
по сути народа, ну, как такового. Одни названия, имена и вот эти тупые споры. Аланы там, это все ничего, ну, пустое, не действует. И вот эти все красивые стихи в театральном виде, там, типа «Манакуты Сафан Невзак», это тоже дискредитация, ну, издевательство, которое ничего не дает. Здесь сейчас формируется будущее. Если народ, то вот так и надо действовать, объединяться, активность проявлять, чтобы приобрести свою голову через призму своей культуры, своей истории, своего «я». И уже вместе мы обретем, да, будет сила. А вся наша энергия сейчас уходит на какие-то всевозможные, чего только нету, вплоть до спиртных, как Стас Цори пел в своих вступлениях. Станислав Махмуд. Или вот эти всякие практики просветительские, всякие медитации. То есть из крайности один на гамаке где-то на пляже лежит там, а другой типа он просветленный куда-то там в позе карачка, гриль на вертеле медитирует. Типа он просветляется, типа он... На самом деле это крайности для народа, они, ну, все энергии куда-то уходят, и мы в хаосе, не на себе сконцентрированы все силы наши. А если объединение, то опять на личности, на, в общем, расстановки надо в порядок привести. А нас надо с питания, физическая культура. Следующий этот, готовьтесь. Вот многие спрашивают, как похудеть. Ну, я не буду, скажут, я же не врач, ничего. Ну, я о своем опыте расскажу, а дальше думайте сами. Я за вас не ответственен, хотя сколько смогу, ну, всегда пишите, подскажу. Просто дальше сами проверяйте, вот то, что я говорю, там, слова все свои, что так не получилось, что мне помогло, помогает, а дальше смотрите сами, проверяйте информацию. У всех организм разный, в общем, расскажу в следующий раз. Многие спрашивают, как похудеть, вот такой эфир будет. Все, я надеюсь, что мой посыл ясен. Очень приятно было узнать, если это, что, оказывается, у нас однофамильцы не только Чехтисовы, а Кануковы, Найфоновы, Алиевы, там кто-то. В общем, с Гагу кто род идет там свой. И вообще, если так углубляться, опять многие скажут, вот Фред разделение какое-то. Не, вот с такой нотыжной. Главное неравнодушие, поиск своих корней. А так-то, по сути, мы все, ну, так или иначе, Богатаровская ветвь. Просто мне не нравятся застойные какие-то явления. Самое лучшее, когда нам дается инструмент, нам все дается. И из этого мы должны сформировать сначала порядок навести, в себя прийти, и уже будущее свое, исходя из того, что происходит, формировать свой путь. Мы не против пути, который, но мы, видите, в каком положении. И сил мы в хаосе, каждый, ну, все наши силы, которые должны объединять там, типа чиновников, они у них совсем другие ценности, не духовные, не народные. Ну, это же очевидно. Коррупция откуда идет? Каждый день в ленте новостей постоянно кто-то взятки, кто-то еще. Это что такое?
Это и говорит вот, что не думаем о будущем, не думают. И те, кто должны думать, они не думают и лезут вперед и еще и воруют. А ворует тот, кто будет воровать у своего народа, у них один конец. Богатство сегодня есть, завтра его, кого дети будут, а у детей что будет? Вон евреи, с евреев возьмите пример, насколько они дальновидны, как они выстроили, смогли. Ведь у нас тоже это было. Влияние было, сила, все. Куда это все исчезло? А это именно потеря вот этих чиновников, именно национальное самосознание, идеологии, культуры. Это основа. Когда я говорю, что это основа, и когда я говорю, что никто не может через это перешагнуть и свой бизнес использовать, то есть культуру использовать под свой бизнес, у всех будет один перспективный провал, и все. На провал все идет, на утопию. Культура, нравственность, все это основы, на этом и все строится. Это порядок, это законы, через которые нельзя перешагивать. Когда ты перешагиваешь, тогда идет обман, воровство, коррупция. Вот все, что мы видим, вот это и результат. То, что вы ноете, то, что вам не нравится, это вот результат ценностей ваших, это ваше отражение. И надо эти ценности вот поменять вот на основе вот этого. Что главное, что второстепенное. Материя – это лишь способ для воплощения своих творческих идей. У нас это есть, но вот Израиль вам пример. Вон их основа, на чем основывается, вы знаете. Свои религиозные какие-то Машиах там, который должен на престол зайти, в общем, свои. А у нас, когда это должно быть нартовский эпос, культура, все это на основное, оно у нас приравнялось обесценилось до уровня, как просто чисто символически мертвый дань уважения, не имеет в политике ничего, роли вообще ноль. Чисто деньги и все. Богатство, деньги, а на этом ты нету. Отсюда и все, коррупция, там, предательство и так далее. Это вот то, что знаете, предательство, коррупция, это все из-за потери идеологии культуры. И вот те, кто должны быть для нас как пророки, как духовные лидеры, они вот именно и должны быть на самом главном, и они должны быть нести это народу. А, к сожалению, у нас на передовой какие-то те, кто должны все это вкладывать, поддерживать, торгаши, всякие чиновники, у которых перспектива их детей в Кембридже, еще где-то там, показ мод, там, что-то непонятное, короче. Короче, вот сейчас идет вот такой процесс. Из этого всего, если мы не мужчины своим словам, о том, что мы кто мы, что мы, приходит время, когда надо определиться или двигаться дальше, или все ассимилировались, и все, нас нету, остались лишь имена, отток населения, демография, геополитика. Нас, нет у нас, все. Короче, на этой волне я закончил. Дальше думайте сами. Постоянно я много говорю, а язычник это значит Бог один. Бог я есть. Я есть. Как Иисус сказал, аз есть, язычник я есть. Аз это язычник, язычник. А язычник это буквально народ, вера, то есть язык,
основан на то понятие арт, что вечность духа, знание о вечности, о единстве, о единотворении с одного начала. Вот что такое язычник. Многобожие – это в нашей культуре есть понимание единого творения, одного начала, и мы часть этого с точки зрения квантовой физики. То есть у нас свое мировоззрение. Те, кто, если вы имеете в виду, что это неправильно, вы невежественный человек, который ничего не знает, и устами говорит тех врагов, которые нам разрушили нашу империю, цивилизацию, ариев, и дискредитировали до уровня, что типа идолопоклонники. А на самом деле все совсем наоборот. Мы не поклоняемся одному идолу. То есть у нас не один. Вот у вас там, это не говорится, что у вас наш там истины одни. Но знания, то есть если у вас Иисус там у кого-то в религии, он же не говорил, что религия, у него религии не было. Если один у вас, а у нас каждый есть Иисус, богоподобный. Разницу чувствуете? И наша культура нам говорит, что мы, в каждом из нас, в первичном своем начале есть Дух Вечный. Это вам Иисус один говорил, носитель нашей культуры. А я вам говорю с точки зрения той культуры, которую нес Иисус, знаний. Вот эта и культура наша несет. Он сам в своем самоназвании нес это понятие. Поэтому, когда вы даже говорите осетины, это типа язычники или осетины, все равно, что вы говорите Иисус это это и есть понятие, Алан, Арий. По сути, воины света или Иисус, или истину. Вещи надо своими именами называть. А буквально его в поисковике язычник это язык, народ, все. А что за народ? Нар солнце, люди одной культуры, солнце, Ра. Культура, солнце, Арий. Одного рода, одного ода, духа. Нар, род, рода, духа. Обратно почитать бундор, то есть доран, основу. Ну, как-то так. И те, кто наше единобожие не понимает, вы сами идолопоклонники и все остальные многобожники, потому что вычленить из этого всего знания и создать что-то свое, и это называть истинным, а то, что знание было о едином творении, сказать, что это неправильно, это, сами понимаете, это есть многобожие. Ибо вы, или кто определяет, где Бог, и что вы от имени Бога рассуждаете, получается так, что типа раз мы на своем языке говорим хуцау, значит, что он не истинный, что ли? Я не пойму. Все это от невежества и незнания нашей культуры, она была потеряна с течением вот этих всех исторических моментов, завоеваний. И, чисто я для себя хотел узнать, я понял. Вот я вам говорю, а дальше думайте сами, анализируйте, проводите анализы. Я вам просто на готовую говорю. Да, делаю вам повод, что вы сами уже проверили. Другие кавказцы, асцы, просто опять кто-то мне, как знакомый сказал, колония от слова алон, колонизация. Просто арии, они доминировали, поэтому эти этнонимы были распространены. Что, кому-то западло, что ли?
Вот сегодня же мы тоже кавказцы, как россияне. А когда-то все были под одним аланы, ари, одной культурой. И вот мы, осетины, носители этой главного сословия культуры этого языка народа. И все были частью этой культуры. Вот и все. И эти индари, они доминировали, и все. Кому неприятно, что мы доминировали, еще что-то, и мы хранители этого языка, ваши проблемы. Мир меняется, изменяется. Вот эти армяне тоже индоевропейцы, по сути. На Кавказе только осетины относятся к индоевропейцам и армяне. Ну, считается языковая. Посмотрите, вот недавно вышел, я опубликовал астинский, там ученый какой-то об астинском языке. Это я о нем, от него тоже услышал. Тоже интересный момент. Армяне от слова ар, там же тоже ар. Араби. Но армяне тоже приняли, вот знакомые там христианство. И до такой степени, что ну, не допускаю. Хотя хотел объяснить, что то же самое, что и как я своим объясняю, но как-то все это у них на уровне веры. То есть, когда начинаешь копать, вот что это тоже те же истины, просто то-то, то-то так произошло, то доходит до того, что человек ничего ответить не может сказать и говорит, что это моя вера. Ну, люди верят и верят, не открестишь же их или что. Но я вам просто по факту говорю, что все, что вам кажется неправильно в язычестве, то есть культуре, как вам преподносят, это все было в корне дискредитировано, искажено, дискредитировалось, ну, понимание уходило. А носители данной культуры, это что же богословы были, как и в исламе, и везде. Они все преследовались, они, ну, где это жреческое сословие? Мы сохраняли напрямую. И сейчас делаем символически, но именно если мы делаем у нас культы все, но знание просто, мировоззрение, философия и в языке оно потеряно. Я его для себя восстановил, я более ну, знаю. Хотя бы на таком уровне, в общем и целом. Поэтому так. Нет Бога, кроме этого. Ну, видите, нет Бога, кроме Аллаха. Ну, видите. И вот я о чем и говорю. Когда странно бывает, когда мы о своей культуре говорим и свои названия, то почему-то вот так многие отвечают. Что вы этим хотите сказать, что у вас другое что-то? Или правильное, или истинное, или что? Почему вы лезете со своими названиями, понятиями? У нас по-своему называют нас Бога Хуцау. И у нас нет такого, нет Бога, кроме туда-сюда. Своя интерпретация, все свою. Ладно, на сегодня хватит. Сзади это было сделано для проекта «Аланское наследие». Одно из фрагментов, разная символика аланских знамен, символик. Очень здесь, ну, это лишь одна часть.
Очень тяжелую работу я выполнил на самом деле. На мраморной плитке это все было. Не только здесь, там. В общем, у меня много. Есть материал. Аланское наследие, скифское золото, масляные картины, коллекция. Все есть для выставок. Найдите помещение в общественное место, галерею, куда бы народ приходил, смотрел, куда-нибудь, не знаю, и то есть и готовый материал. Единственное, вам надо позаботиться о организации, сохранности картин, или купите сразу. На Авито выставил всю коллекцию, но не частично, именно как коллекцию. Частично я не продаю. Есть картины, которые продаю тоже, ну, одни продаю, одни есть вот именно для народа делались. Так что пишите, обращайтесь, кто знаком там с министром культуры, там, с национальным музеем, там, любые предложения рассмотрю. Кто хочет тоже помочь там, может кому-то нужны картины там, в кафе, ресторан. Есть у меня очень 4 картины на тему скифское золото, точные копии, масляные картины. Выставил я их тоже на Авито. Их я тоже коллекцией продаю. Если кто хочет такое, частичку наследия, тоже пишите. А продаю, потому что это моя работа, призвание, то есть заодно поддержите и мне, то есть, в общем, любые предложения рассмотрю, выгодные. А так, не знаю, если, допустим, самое лучшее для меня, допустим, какой-то человек заинтересованный, он, допустим, купит куда-то в музей, галерею, и, то есть, дальше, конечно, цель, дальше развивать искусство, дальше, ну, обогащать эту тему. Это было для проекта «Аланское наследие». Вот и с идеей сделать типа музей-храма где-то в центре города, как центр скифа, сармата, аланской культуры и искусства, с большой башней, драконом. Посмотрите, как китайцы воспроизвели аланскую архитектуру. В общем-то, все, что в плане развития культуры, всего вот, что я рассказал, единства, идеологии, культуры, пишите в соцсети там. И хочу еще поблагодарить, вот сейчас я с данного смартфона снимаю, это благодаря подписчикам, на технику собирал, купил нормальный. Присмотритесь, Техно Камон 30. Недорогой, но с нормальной камерой. Вслепую на Озон рискнул, по отзывам посмотрел, и нормальный. И среди своих разыграл 3 картины. Так что вот так. А если кто хочет поддержать фонд «Аланское наследие», там финансово, тоже кидайте где у меня в описании канала, там номер есть, еще в соцсетях тоже шапки. В общем, те, кто... И самое главное, конечно, надеюсь, что когда-нибудь мы экранизируем нартовский эпос.
Это для молодежи, для будущего, это очень, в нем очень мощный потенциал есть тоже. Так что, в общем, пишите, не хочу, я каждый раз об этом говорю. Кого знаете, кто к этому может присоединиться? Не так, что каждое слово, идею вытягивать. Вот есть идеи, те, кто хотят вот рядом встать и начать делать. Вот такие люди. Они там начнется у нас тягомотина, резина, то надо, это, короче, мертвые. Так никогда ничего никогда не получится. Вот, если есть такие люди, присоединяйтесь. Есть тоже единомышленники, которые организационными вопросами могут организовать, вместе объединимся. Единственное, опять, любое дело, но вот тем более экранизация на это, создание платформы, это очень много финансовых средств. А насчет идеи, как сделать, все есть, эскиз у меня есть. В творчество тоже на основе чего, как, да что тоже. Все наготове. Главное, нужны те люди, которые хотят этому делу посвятить самому нужному, самому актуальному, самому вот что не есть вот на сегодняшний день. Это экранизация нартовского эпоса. Так что вот так подробно пишите в соцсети ВКонтакте. Так, на несколько сообщений и все, хватит. И что с того, что мы потомки Алан, которых жили 1000 лет тому назад, а просто горланить, что мы потомки ни о чем. Во-первых, мы не потомки, а мы Аланы, и этим все сказано. Потомками Алан могут считаться в мире, даже среди войнахов нашей фамилии Гагиевы, Джанаевы, Басаевы, Дудаевы, там, вплоть до Берберии, в Португалии, у ингушей много фамилий, Плиевых, это все Стинский, Джейраховское ущелье, Джериевы там же. Главное, мы не потомки, я не потомок, я Алан. Вот, вы видите меня, какие потомки? Я просто до такой степени политически нас за этот вопрос то приходится отвечать, конкретизировать. Хотя бы один должен. А так как с чего? Мне это дает, главное знать, свою историю надо знать. Не знаешь свою историю, ты не знаешь себя, как в фильме «Король лев», когда ему отец сказал: ты же лев, ты же мой сын, ты же не просто так лев. Да, найди свое место в вечном круговороте жизни. Когда он потерялся среди сусликов, кабанов. Здесь то же самое. Кто ты, если ты себя потерял в этом мире? Даже у тряпки у всего есть свое предназначение. Так и у человека. А чтобы понять, надо свою природу. Вот для этого и знания нужны с точки зрения духовной культуры, этики, всего. На науке все согласовано. И понять природу человека, чтобы быть самоосознанным, определенным, кто ты, твое предназначение, иначе кто ты? Что за существо среди всего этого? Видите как?
А так, конечно, ничего нам не дают эти аланы. Если развития нет, и мы чисто мертво все повторяем, традиционно, ну, типа, не понимая, зачем, для чего нам это надо, то, конечно, это и есть идолопоклонничество, поклонение мертвым формам, атрибутики, словам, за которым ты не понимаешь, для чего. Предки же понимали, они на основе чего-то же это все делали. А если ты не понимаешь, ну, делаешь, другим навязываешь еще и с красивыми словами, которые, ну, что это? Если за тебя дзуары тебе извилины дают, то что ты тогда такое? Без дзуаров получается никто, что ли? А в чем суть предназначения человека? Значит, потенциал в себе, и сам человек должен. И то есть нам дается все, и мы должны понимать, для чего, для общества, для чего нам. Когда-то оно у нас было, и мы были те, кто мы есть, те мы о ком говорим. Ну, о себе же говорим, но мы забыли, для чего и как. Поэтому ничего, конечно, не будет давать. Если никто не будет ничего не делать, себя не начинать, будем все красиво говорить, там мы деградируем, а дальше что? И с открытыми ртами смотреть, на что будет дальше. В позиции жертвы, как мыши. Жди все, что угодно. А если учитывать продажу земель, отток населения и т.д. и т.п., то сами думают. Так что мое дело, вот, наверное, мне это дано говорить просто. Такая, наверное, миссия, или не знаю, вот так сложилась судьба моя. Хотел спортсменом быть, а вот как-то так. А дальше же от народа все зависит. Так что ладно, да, же неприлично столько сами говорить-то. Когда видишь постоянно, вот, что много говоришь, из года в год эти идеи хочешь донести по-разному, я преподношу одно и то же по миллиону из года в год, и никакой реакции, тогда охота отпадает тоже, вот постоянно столько говорить. И такое чувство бывает, честно, вот то, что я наговорил лекции, да, как будто ничего вообще не было, вообще ничего. А это и говорит, что силы у этого нету. Если за этим народ не идет, не видят в этом ценность, силу, потенциал. В общем, думайте сами. Я с вами всегда рядом, кому полезен, словом, поддержкой, может. Финансово я, конечно, не могу ничего. Я сам, если у меня, я же фонд открыл, если бы меня финансировали, я сам конкурсы устраивал в рамках культуры. Но я не могу. Поэтому насчет ничего не ждите от меня финансово. А вот насчет подсказать культура там физическая туда-сюда. Ну, моя тема. Пишите всегда. Ссылки туда-сюда вам. Благодарю всех за внимание. Всем правильных дорог. И еще совет, перед сном обязательно растяжку сделайте. Особенно физически те, кто в напряге был целый день. А с утра обязательно, как только встали, выпейте воду чистую обязательно. Самое первое правило. Потом что-нибудь из полезного. Мед, чайная ложка, может, из масел холодного отжима, масла черного, тмина, живица, что-нибудь.
и заниматься. Ну, что так, ладно. В общем, следующий эфир буду делать свой, рассказывать опыт, как похудеть, скинуть вес. Вот меня часто спрашивают и вот эту тему. Так что Хорсфунта канта Растфандакта.